Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. 16 ноября – Всероссийский день проектировщика. Без проектировщиков невозможно построить здания или дороги, возвести системы жизнеобеспечения. Востребованность экспертов в этой области чрезвычайно широка. Поговорим об особенностях проектирования производственных помещений и жилых зданий с гостем студии Иваном Шишигиным, генеральным директором Республиканского проектно-изыскательского института «Якутпроект». Иван Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Каких специалистов можно отнести к проектировщикам и чей это праздник? Проектирование – это является коллективный труд, интеллектуальный и очень ответственный. В нем, конечно, участвует много профильных специалистов. Перечислять это долго. Архитекторы, конструкторы, инженера, сметное дело, изыскательский целый раздел. Потому что это коллективный труд. А как начинается любое строительство, будь то жилой дом или какой-то объект? Прежде всего, это земля, конечно. У нас суровая земля, вечная мерзлота. Тем более, каждый отдельном случае надо изучать глубоко участок строительства, состояние грунтовых условий. Поэтому все начинается с изучения, анализа грунтовых условий площадки строительства. А в чем особенность проектирования именно в нашем регионе? Высоты своего опыта могу сказать, конечно, проектанты в условиях вечной мерзлоты. Это особая ответственность проектирования. Наши земельные участки в условиях вечной мерзлоты, они не похожи друг на друга. У нас грунтовые условия разные, поэтому особое внимание мы обращаем особенно на фундирование. Но после фундирования идет уже технология проектирования классическая. Какие новые материалы могут применяться в строительстве у нас на севере? В нашем веке, век прогресса, развитие строительной индустрии, материалов строительных, Сейчас любой материал применяется в зависимости от задания на проектирование, от застройщика или технического заказчика. Так что все возможности в наше время открыты. А какие особенности необходимо учитывать при проектировании многоэтажных домов в Якутске? В Якутии в целом. У нас особо, многоэтажно. Максимум у нас в Якутске 16-этажные, я так знаю, здания, сооружения. Бывало время, когда мы 9-этажные здания строили, тоже говорили высотки, Поэтому особых таких отличий нет. Единственное, в зависимости от задания проектирования, проектант может, технически все разрешимо. 16-20 этажей, все возможно. А как ваша компания принимает участие в создании единого архитектурного облика конкретного населенного пункта? У нас общие правила. Сейчас у нас законодательная, база у нас для всех проектантов одинаковые. Если это касается бюджетных зданий, сооружений, за счет бюджета которые, тогда через торги. А если с партнерами по, корпоративным заказчикам, это вопрос договоренности и по цене, и по срокам, и по качеству. Так что раз на раз не приходится. А насчет комплексности, проектанта обычно мы в этом плане участвуем только в части планирования, документов терпланирования. Это генеральный план, мастер-план сейчас так называемые, проекты планировки, там, где закладывается комплексность застройки. А так отдельно взятые объекты, которые мы разрабатываем, это конкретно по заданию на проектирование застройщика. А при проектировке дома сколько времени уходит на это? Это больной вопрос. По-хорошему я хотел бы привести слова знаменитого нашего конструктора космических кораблей Королева Сергея Павловича. У него были слова: «Медленно сделаешь на хорошо, слово медленно забудется, хорошо останется. Быстро сделаешь на плохо, быстро забудется». То есть сейчас торопиться, особенно в нашем случае, нет резона. Это же интеллектуальный труд, творческий подход. Требуется времени.
Вот так можно ответить. Ну а все-таки как учитывается проектировщиками сейсмичность? Ну, сейсмичность, это согласно требованиям нормативных, обязательно учитывается, потому что наш регион сейсмичный, да, это особый подход, там особые расчеты требуются. Все это требования выполняются проектантом. А как вечная мерзлота? Ну, вечная мерзлота нам только помогает в этом плане. А с какими трудностями сталкиваются проектировщики при строительстве объектов? Ну, тут как бы однозначно ответить сложновато будет. Мы в условиях рыночной экономики сейчас, у нас законодательная база так установила, что по линии бюджетных объектов у нас основной базовым законодательным актом является ФЗ-44, это закон о госзакупках. То есть на общих началах все участвуем. Правда, сейчас застройщики, к сожалению, ставят критерии, сроки, деньги, а потом квалификация. Это здорово мешает. Мы считаем это неправильно. Поэтому я считаю, критериев в первую очередь надо поставить квалификацию. Конечно, в этом плане есть сложности. Но я сейчас могу сказать насчет сложностей. Конечно, кадровый голод, потому что мы знаем на опыте своем, молодые специалисты приходят, они, конечно, не подготовлены к практическим работам, требуется, соответственно, значит, их обучать. Хорошо было бы вернуть понятие наставничества. Ну, наши условия очень тяжело. Я сейчас хочу особенно отметить, в городе Якутске у нас, вот в нашем небольшом городе, примерно около 100 с лишним предприятий, организаций, кто занимается проектированием. То есть конкуренция большая, раздробление крупных институтов на мелкие, она отражается на вопросах воспитания кадров. Раньше, я помню, значит, крупные институты были, Якутграждан проект, Золото проект, ну, перечислять тогда долго, да. На этих базовых институтах обычно все проходили как-то школу жизни, проектанты. Это вот была очень хорошая школа. Сегодня, к сожалению, мы вот это потеряли. Ну а в ваш институт охотно идет молодежь? Ну, охотно, но сейчас, конечно, мы все таких же условиях, как все проектные организации находимся. Поэтому в силу своей возможности стараемся брать молодых, потому что это наше будущее. А как вы оцениваете архитектурный облик наших городов, республики? Ну, я хочу просто отметить, да, конечно, изменяется все в лучшую сторону. Я сравниваю свою творческую деятельность 1979 года. Ну, тогда были совершенно другие требования, возможности. Сегодня для молодых творческих людей все возможности, пожалуйста. Начиная от IT-технологий, кончая новыми технологиями и новыми материалами. Поэтому наши города сегодня, конечно, в лучшую сторону развиваются. Наша молодежь очень прогрессивная. А какие новые возможности у новых проектировщиков, ну то есть нового поколения, да? И как-то стало легче ли работать? Конечно, вот сейчас идет бурное обсуждение, и, в принципе, стараемся внедрить BIM-технологии, это как бы трехмерное проектирование. К сожалению, у нас он как бы буксует, потому что это долговременная программа, его взять-то вот одним щелчком нельзя. Поэтому со временем вот этот инструмент, BIM-технология, она даст очень большие такие возможности, в том числе в области проектирования. Это наше будущее. Иван Ильич, спасибо за беседу. Об особенностях проектирования производственных помещений и жилых зданий мы поговорили сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале.